Здравствуйте, в эфире «Вечерняя смена». Подводим итоги дня, обсуждаем важные темы. 2020 год – время борьбы и масштабных трансформаций в экономике, образовании, экологии. Время, когда добровольческие движения объединяют усилия и становятся все более популярными. За 10 лет количество волонтерских движений в России выросло в 2,5 раза. Почти 3 миллиона граждан работают на благо общества. Причем не только студенты, набирающиеся опыта, но и состоявшиеся специалисты. Неделю назад Северная Осетия стала победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конкурсе участвовало 73 региона, и 39 из них стали победителями, в том числе и наша республика. О профессиональных достижениях расскажет руководитель Северо-Осетинского регионального отделения волонтеры-медики Сергей Зихов, заместитель председателя Комитета по делам молодежи Аслан Бекоев, руководитель благотворительного фонда «Доброе сердце-15» Марина Губаева, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения волонтеры-медики Валерия Демурова и координатор команды «Молодежка ОНФ» Республики Северная Осетия Алания Анзор Карданов. Здравствуйте. Приятно вас видеть. Хотелось бы сразу поговорить о конкурсе, в котором принимала участие наша республика. И вот хотелось бы поподробнее спросить у вас, Аслан, что это был за конкурс и каким образом наша республика была к нему причастна? Конкурс «Регион добрых дел» проводится уже 3-й год подряд. Республика участвует 2-й раз. В 2018 году точно такой же конкурс состоялся, но в сфере культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий. Как вы знаете, мы тогда тоже выиграли этот центр. Этот центр уже функционирует, там директор Роман Караев. В этом году мы также попробовали свои силы. С 15 мая объявили региональный этап данного конкурса «Регион добрых дел». Поучаствовали 7 практик. Из этих 7 практик, к сожалению, выиграли 4. 3 остались за бортом, так сказать. Но ничего страшного, в следующем году мы опять будем подавать уже в большем формате. На этот год мы выиграли «Регион добрых дел» на усовершенствование ресурсных центров, повышение качества работы волонтеров, на инфраструктуру ресурсных центров. И 4 практики, как я уже сказал, в 3 направлениях. Одно направление – это школьное волонтерство, другое направление у нас студенческое волонтерство, и 3-е направление – трудовое волонтерство. Там проекты, они все разные, все интересные, нужные для общества. Один из них более подробно расскажет Сергей. Это автор мобильные волонтеры. Да? Да, очень интересный проект, набрал очень высокий балл. Среди практик тоже оценивали их эксперты. На очном этапе они все присутствовали. По видеоконференц-связи защищались. Отрадно то, что организаторы похвалили проект. Это единственный проект, который сделали с презентацией и музыкальным оформлением. То есть вот так вот творчески подошли, песни, да? Да, творчески подошли. И организаторы это тоже оценили. Чья идея была? Ваша? Идея комитета. Да. Вот рассчитываем, что все эти практики будут реализованы. Очень интересно. Вот хотелось бы поподробнее поговорить об этом проекте с вами, Сергей. Расскажите, пожалуйста, как родилась такая идея, вот создания проекта, и о впечатлениях о конкурсе. Да, мы расскажем. Мобильные волонтеры, как бы будем считать это дубляжом, как дубляжом, с усовершенствованием дубляжом. Первый моего проекта это была горная мобильная поликлиника, которая держала в 2018 году грантовую поддержку на Северо-Кавказском форуме «Машок». Суть данного проекта была направлена на то, что проведение профилактических мероприятий инфекционных и неинфекционных заболеваний среди жителей местных сельских отдаленностей республики. И с чего начиналось, это проводились профилактические тренинги, лекции, мастер-классы в виде игровой формы среди школьников. И среди школьников в классах старших классов. И
данные школьники проводили точно такие же профилактические мероприятия среди своих же средственников, то есть и школьников младшего возраста. И это как бы считалось бы равны на равных, чтобы как бы понимали друг друга. На одном языке, да? Да, на одном языке. И точно так же у нас были выезды в ФАП, это фельдшерско-акушерские пункты, которые точно так же находятся у нас в горной местности республики. На данных выездах точно так же проводились профилактические мероприятия, где волонтеры-медики выходили с листовками, то есть с информационным материалом, проводили подворовый обход. То есть вместе со специалистами Центра здоровья, вместе со специалистом Центра медицинской профилактики. И также специалисты, которые находились на данном фельдшерско-акушерском пункте. Суть в этом году мобильных волонтеров будет направлена на то, что, проводить первичный этап диспансеризации среди старших курсов, это 5-6 курс, и точно также будут привлекаться клинические ординаторы. Это как бы считается помощь практическому здравоохранению, и как бы мы тоже просматриваем такой вариант, чтобы как бы уложиться в национальный проект здравоохранения, и точно так же попадается по национальный проект демография. Ни для кого не секрет то, что жители с отдаленных сел республики, им не зачастую бывает трудно добираться до города. Студенты 5-6 курса и клинические ординаторы медакадемии точно так же будут привлекаться студенты из ОГУ. У нас там учатся замечательные ребята, стоматологи, которые будут проводить первичный этап. Это осмотры, проведение профилактических мероприятий. При выявлении какого рода, скажем так, заболевания будет передаваться вся информация специалистам центральных районных больниц, будет передаваться информация в городские больницы, чтобы данный человек был полностью обследован и получил нужное лечение. Ну вот очень интересная суть проекта, с которым вы стали победителем. А мне интересно, когда этот проект будет внедрен в жизнь, приведен в действие, так скажем? Данный проект будет внедрен в следующем году, скажем, в начале года мы уже планируем полностью собрать волонтеров. Это будет, как бы сказать, и для студентов большой опыт, потому что мы будем их обучать, как правильно общаться с пациентами. Как правильно проводить профилактические мероприятия, как проведение осмотров профилактических точно так же. К данному проекту будут допускаться те студенты, которые имеют допуск к медицинскому осуществлению. То есть нужно обладать определенными компетенциями, чтобы этим заниматься? Да. Студенты 4-го курса, пройдя кое-какие экзамены, получают допуск к медицинской деятельности. Это могут быть и медбратья, медсестры. И исходя из этого мы будем выбирать именно тех студентов, которые имеют такой допуск. Пройдя обучение различные, там нам будут помогать специалисты из Министерства здравоохранения республики, и точно так же будем привлекать специалистов из больниц республики, чтобы у студентов был такой навык работы, придя домой, придя грубо скажем, на диспансеризацию, чтобы уже было понятно, что с человеком, что дальше делать, как дальше, и будет выстроена такая схема маршрутизации, чтобы уже было легче, чтобы не запутаться и так далее. То есть я так понимаю, что этот проект должен ускорить процесс диагностики и лечения, да? Да, то есть он будет способствовать и, как сказать, для выявления заболеваний, то есть бывают такие случаи, что люди обращаются уже с поздней патологией, когда бывают осложнения в тех случаях. А данный проект будет помогать тем, что человек, который даже не зная о том, что с ним что-то вообще происходит, волонтеры помогут это определить, продиагностировать, то есть и провести осмотр. И исходя из этого будем уже выявлять данные случаи. Вы, я так понимаю, волонтер-медик, да? Ведь волонтеры тоже бывают разных сфер деятельности. Волонтеры-медики, социальные волонтеры, волонтеры
Культуры. да, которые защищают экологию. Вот скажите, пожалуйста, к какому направлению относится род деятельности каждого из вас? Анзор, пожалуйста. На самом деле род деятельности самый разнообразный. Вот, для примера, вот завтра мы, допустим, едем проводить экологический рейд по городу по вывозу ТКО. В пятницу мы отвозили в рамках Всероссийской акции «Марафон добра» для сельских библиотек 500 книг в отдаленные библиотеки нашей республики. В общем, поэтому направления самые разнообразные. Вот. То есть у вас получается такая многогранная, да, деятельность ваша. Скажите, а какие мероприятия, вот давайте возьмем последние, ну давайте возьмем 2020 год. Ой, на самом Вот деле... самые, да, запоминающиеся мероприятия, в которых принимали участие или которые довелось организовать? На самом деле очень много мероприятий было организовано. Самое большое время, наверное, мы уделили помощи в период пандемии, но Акция «Мы вместе». также, да, акция «Мы вместе» всероссийская. Расскажите поподробнее о ней. В рамках этой акции мы развозили продуктовые наборы пожилым маломобильным людям, также занимались доставкой продуктов, работала у нас горячая линия всероссийская, в колл-центр поступали Хотелось звонки. бы попросить режиссера на плазму вывести фотографии. У нас есть фотоматериал. Угу. Скажите, а вы еще принимали активное участие в поздравлении ветеранов с Великой Победой? Тоже как Да, происходило ветеранов мероприятие? поздравляли, да, вот, совместно с волонтерами-медиками. Поздравляли и с Днем рождения, и с Днем Победы. Были мероприятия. Интересную историю, о которой вы уже за кадром слышали. Расскажите. Да, Мы можем привести в пример. Поздравляли со столетием ветерана Ислама Миткаевича Мамсурова. Приехали к нему домой, сделали небольшие подарки. Был тортик, там живой цветок. И кто-то из ребят, вот, ну, кто поздравлял, вот если у нас есть Артур Кузубов, он взял с собой Знамя Победы. Вот. И получилось так, что мы совещались, брать его с собой на поздравление или нет, и пришли к тому, что возьмем его, в общем, и исполнили музыкальный номер. Наши волонтеры. И Ислам Миткаевич, увидев Знамя Победы, попросил подержать его в руках. Вот. Мы передали это Знамя Победы ему, и удивило нас очень сильно, что он высоко над собой поднял это Знамя Победы и держал в течение всего музыкального номера, который исполняли наши ребята. И мы сильно удивились. Вот именно в такие моменты понимаешь, какие стойки и какая закалка вот у этих людей советских, которые вот прошли вот такую школу жизни, так сказать. Вот такая история. И после этого, соответственно, мы не могли уйти, не подарив это Знамя Победы Исламу Миткаевичу. Подарили, наверное, самым приятным подарком в этот день было для него вот это Знамя Победы. Потрясающе. Вот такая история. А какую помощь оказывали в период пандемии жителям республики? Ну, продуктовые наборы развозили по всей республике пожилым маломобильным гражданам. Психологическую помощь. Вот мне бы еще... Юридическую помощь. Оплачивали и ЖКХ, и зачастую просто приезжали смотреть, как самочувствие человека, наши ребята. Вы же волонтер-медик, да, Валерия? Да, Вот расскажите поподробнее, чем вы занимаетесь. В период пандемии, несмотря на то, что у нас совместно с молодежкой ОНФ, ОНФ, ВСКС, то есть все добровольческие организации, в том числе и Комитет по делам молодежи, мы объединились одним целым и встали на, так сказать, передовую. Я считаю, что это была действительно передовая. Ребята, волонтеры, медики, ну, естественно, с защитой, даже доставляли лекарства, которые нужны были тем, кто болеет ковид. Вместе, ну, в основном это были наши доблестные парни со всех организаций в защитном костюме, доставляли эти лекарства нашим благодарным, я могу сказать, жителям республики. Я была этим лидером именно колл-центра, и зачастую мне приходилось именно слышать истории, которые жители республики рассказывали. Самая интересная история — это в самом начале, 27 марта, как сейчас помню, Наталья... Я помню только имя, к сожалению, на улице Ленина. Нет. Мы к ней приходили несколько раз и как бы осуществляли ей именно покупку продуктов. И в один из дней мы приняли решение, что она подходит по категории возрастной, почему бы не порадовать ее просто продуктовым набором бесплатным. И после этого, как мы доставили ей продукты,
Она была очень благодарна, очень долго плакала, рассказывала о своей жизни. И очень часто она просто звонила на горячую линию к нашим девочкам, чтобы поговорить. Как оказалось, у нее нет, ну как бы сын погиб, больше никого нет, она одна. И у нее есть только соцработник, который, к сожалению, заболел на этот период, и ей просто не с кем было поговорить. Также Лобанова Наталья, помню прям очень хорошо, она позвонила на горячую линию в Москву и очень долго нас благодарила. И был праздничный концерт в честь акции «Мы вместе». И на этом праздничном концерте показали мне отрывок этого разговора с Натальей, как она благодарила наших ребят за помощь. И была такая цитата: «Сделайте все, чтобы у этих детей не падало настроение». И ведь действительно, благодаря тому, что у нас была такая дружная, сильная команда, ни у кого не было плохого настроения. Даже если кто-то, может быть, чувствовал себя нехорошо, мы всегда старались быть рядом друг с другом, и это не может не радовать. И, например, тех ребят, которых я не знала из как бы содружественных организаций, сейчас могу попросить о помощи. В любом случае, я знаю, что эти ребята настолько сильны, настолько доблестны, что я знаю, что они мне никогда не откажут ни одному жителю республики. Поэтому я прошу население всегда иметь контакты ребят, то есть смотреть наши страницы в Инстаграм, потому что, быть может, когда-нибудь кому-то понадобится наша помощь. И немножко цитаты команды молодежки ОНФ: «Мы там, где нужна помощь». Мы действительно там, где нужна помощь. Это очень приятно слышать. Спасибо Я думаю, большое. что телезрители вас услышали. Ну а мы прервемся на пару минут на рекламу, после чего продолжим. Не переключайтесь. Ну а мы вновь находимся в нашей студии, продолжаем беседу. И хотелось бы обратиться, Марина, к вам. Вы как руководитель благотворительного фонда «Доброе сердце-15». Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь поподробнее, кому помогаете. Ну, у меня, наверное, более разнообразные просьбы бывают от жителей, потому что, наверное, молодые люди так красиво рассказывали, что я заслушалась, честно говоря. У меня наверное, более 5 лет этим занимаюсь. Просьбы бывают более земные вещи, Все прозаичней, продукты. да? Да, все прозаичнее, все проще гораздо, но, наверное, муторнее поэтому. Более 5 лет уже, у меня семей уже порядка, ну, наверное, 500 тех, которых я знаю постоянно. Мы их обеспечиваем вещами. Да, БУ, я скажу так, вот люди отдают вещи, БУ хорошие, я их лично, собственноручно отбираю, чтобы никто не думал, что вот пакет нам кинули, пакет мы отвезли. Ну а как вы их проверяете? На целостность? На целостность, да? Конечно, пятна, грязь, порванные отбираю. Если бывают таковые, значит, выбрасываю, остальные раздаем. Очень многие, вы знаете, сейчас очень тяжелое время, и не во время пандемии. Тяжелое время уже давно. Нет работы в регионе, в республике. Это, конечно, другая передача, но это к тому, что ну, грузчик много ли домой принесет, или уборщица много ли домой принесет. Ну, детей вот так получается, что у кого 4, у кого 7, у кого 9. Прекрасные дети, как правило, они бывают гораздо лучше, чем все остальные. Вот. И много ли они заработают? Поэтому приходится помогать со строительством им. Вот обращаются, крыша потекла, дождь пошел, звонит мне, я ее так и назвала, бабулечка Зинольчика. Это у нас в Алагире, 80 лет, одна живет, никого у нее нет. 9 мая... Вот как она вас нашла? 9 мая, вот как молодые люди сказали, вот мой друг Аслан Бутаев мне говорит: давай я помогу тебе развести ветеранам по Алагиру. Там Алексей Митрофанович Шевченко. А к другой мы попали буквально, вот, простите, 9 мая ее хоронили. А я с продуктовым набором Аслану говорю, там, говорю, возле них. Он говорит, не возле них, это, по-моему, она. Ну, остался вот этот набор, он говорит, давай тогда что сделаем, 80 лет бабулечки, вот соседки мои, давай туда отвезем. Она одна живет. Мы приезжаем туда, такая добрая, худенькая, такая вся, вот, жизнерадостная. Ну, 4 пакета очень больших. Я ей говорю, давайте мы вам поможем занести. Она, нет, нет, нет. Аслан говорит мне сзади, она стесняется, давай пойдем посмотрим. Я взяла в руки пакеты, он за мной. Заходим в 2 комнатки, ну, правда, наичистейшие. Ну, вот как дождь. 9 мая в Алагире лил дождь. Дождь на улице, так у нее в комнате. В одной комнате 3 тазика стоят, в другой 2. Я говорю, Зина, это что? Она, ну, вот так у меня.
10 мая дождь прошел, Аслану говорю. В общем, делаем так. Я провела акцию опять у себя на странице Инстаграм. Быстро-быстро мои подписчики поскидывали. Порядка 60 тысяч мы собрали. Мы ей сняли крышу, поменяли крышу, ступеньки разваливались. В короткие сроки, да? Ну, за 4 дня мы Оперативно. все это сделали. Ребята помогли, соседи, практически бесплатно. Материал я купила. А вот заходишь в предбанник, у него там газовая плита стоит. Там я так посмотрела, и небо видно. Узина, это что? В общем, мы вот такие работы у меня. Вещи, где-то мелкий ремонт, где-то там замена крыши, где-то тоже вот как из ЖКХ воюю с Ну вот вы перед чиновниками. началом эфира буквально озвучивали невероятную цифру. Скольким семьям вы Смотрите, помогли? как вот молодой человек сказал, не с 1 апреля, а с 27 марта начали звонить. Я 28 марта выехала в Жилга, улицу не помню, братьев чего-то там, наверное. Туда я приехала, позвонили мне оттуда 5 семей, с 28 марта 5 семей, и пошло, и до конца вот карантина, ну, почти порядка 700 семей. Потом я случайно услышала, что муфтият раздают сахар 10 килограмм, 10 риса и 5 муки для тоже многодетных. Ну, в общем, правдами, неправдами. 600 наборов выбила и раздала их также. Очень сложно было, но все, раздали. Невероятно. Скажите, пожалуйста, а вот бывает такое, что вашему примеру следуют люди, которые находятся рядом, и тоже бывают потом со временем вовлечены вот в Ну это все? да, конечно, смотрите, вот телевидение, я же за почти 6 лет ни разу не вышла, вот только вот несколько раз. Я не хотела пиара, я уже не в том возрасте, в политику я не пойду, чиновничье место мне не нужно, я просто делаю от души. И уже тогда, очередной раз, когда мне журналисты позвонили, газеты «Слово», я с батюшкой Иосифом Верхний Берегзан, я говорю: отец Иосиф, ну что мне делать? Опять звонят. Он говорит: давай, благословляю. Это же пример подашь, понимаешь? Ну да, вы знаете, так получилось, что очень, намного больше откликнулось людей, намного больше предложили помощь. Даже предлагали такую: из Владикавказа звонят и говорят: давайте вы не поедете во Владикавказ, или давайте село нам какое-то, 3-4 адреса. Вы адрес называете, количество детей, и мы. И вот так вот ребята, честно говоря, даже они не называли себя. Я не могу сказать, кто это был. Да, вот гораздо лучше было, когда уже вот такие примеры были. Невероятно. Я вот слушаю сейчас ваши истории и лишний раз убеждаюсь в том, что профессия, если можно так сказать, волонтера настолько разнообразна и в то же время уникальна. Вот хотелось бы узнать, поддерживаете ли вы связь, вообще у вас налажен контакт с волонтерами из других регионов и городов? Кого-то знаете? Вот, Сергей, вы наверняка, участвуя в конкурсе, приобрели новые знакомые. Ну да. Знакомства. Да, в основном волонтерская организация у нас являются все всероссийскими общественными движениями, точно так же, как и волонтеры-медики, точно так же, как и молодежка УНФ. И исходя из этого мы общаемся, причем тесно общаемся со всеми регионами Северо-Кавказского федерального округа, со всеми регионами Российской Федерации, где идет обмен опытом, что-то мы им подскажем, что-то они нам подскажут в работе. И как бы это получается, вот, приобретаем колоссальный опыт в работе и Такой обмен навыки. опытом происходит. Да. Вот я вообще хотела... Добавить, если да. можно, то комитет ежегодно направляет на окружной форум 30 человек. И в 2019 году мы тоже направили на всероссийский форум международный, который состоялся в Сочи, 35 человек. То есть обмениваемся опытом как минимум, получаем лучшие практики от других регионов, привозим их в республику, здесь реализовываем. Без этого нам никак не развиваться. Это однозначно, да. Обмен знаниями и навыками. Конечно. Конечно. И Я вам мы предлагаю... стремимся больше людей отправлять. Вот Сергей не даст соврать, в прошлом году нам дали на Сочи 12 человек, но мы добили их, чтобы они нам дали 35. Это был Международный форум, да. Где было, почему он проходил в прошлом году именно в Сочи, там был 5-летний юбилей после проведения Олимпиады 2014 года, и точно так же
10-летний юбилей добровольцев, где они все вместе это совместили, провели прям большой международный форум «Доброволец России 2019». Ну, грех не было туда. Доброволец России 2019, да? А вот давайте мы сейчас у волонтера из Иркутска спросим, принимала ли она участие в этом проекте всероссийском. Она вышла с нами на связь. Дарья, здравствуйте. С нами на связи коллега из Иркутска Дарья Ануфриева. Здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, о том, видеть. в какой организации вы состоите. Что касается волонтерской деятельности, я прямо в организации не состою, то есть я могу участвовать от разных организаций. Ну, например, допустим, у нас есть в Иркутске Иркутский региональный волонтерский центр, участвую от него. Затем захотела на какой-то проект другой, участвую в проекте волонтерском от фондов каких-то благотворительных. Также, допустим, организация волонтеров больших массовых мероприятий, они тоже отдельно набирают. Ну, кто-то через региональных операторов это делает, через региональные центры. То есть вы независимый волонтер, свободный, да? Можно так сказать, да. Скажите, а мы вот сейчас как раз обсуждаем участие в различных мероприятиях, конкурсах. В каких масштабных мероприятиях вам доводилось участвовать или, может быть, организовывать их? Я принимала участие в чемпионате мира по футболу 2018, вот также Кубок Конфедерации по футболу в 2017 году был. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году в Сочи, вторые европейские игры в Минске. Ну, из таких массовых, крупных все. Ну, наверное, в Иркутске у нас был, допустим, недавно чемпионат мира по бенди. Бенди — это хоккей с мячом. О, это, наверное, невероятно интересно. Дарья, вы, скорее всего, спортивный волонтер или нет? Или я ошибаюсь? Да, по большей части, да, событийный волонтер. Событийный — это тот, кто занимается организацией мероприятий, да? Мероприятий спортивных, культурных. Хорошо, но не могу не спросить о том, как пережили жители Иркутска пандемию и как были причастны волонтеры, как помогали жителям Иркутска в этот период. Безусловно, как и по всей России, у нас было очень много волонтеров под федеральной акцией «Мы вместе». Вот, да. Я сама, к сожалению, не участвовала, потому что у меня мама в группе риска. Вот. Но многие мои знакомые, я видела то, что они, да, также участвовали, развозили медикаменты, развозили еду, развозили маски, вот, тоже помогали пенсионерам. Да, это, собственно, как и по всей России у нас было очень развито. Дарья, ну и напоследок вот такой вопрос. Что бы вы могли или хотели сказать своим коллегам, волонтерам из Осетии, вот, которые сейчас сидят в студии, и не только? Наверное, я бы хотела сказать, чтобы, если у них еще не хватает знания английского языка, подучить его, потому что на многих волонтерских мероприятиях он очень нужен. Хватает, говорят. Хватает? Говорят, хватает. Ага, это хорошо, но потому что во многих мероприятиях это будет прям большим преимуществом. И, наверное, я бы хотела добавить такой лайфхак. Если вы приезжаете на мероприятие, и у вас есть возможность приехать пораньше, лучше сделайте это, и тогда вам достанется одежда по размеру. Здорово, спасибо большое, Дарья, очень приятно было с вами пообщаться. Я надеюсь, что вы в скором времени на одном из масштабных крупных мероприятий пересечетесь. Спасибо большое. До свидания. Мне тоже было приятно. До свидания. Вот, до свидания. По поводу иностранных языков. Волонтер должен владеть иностранными языками, как оказалось, это да? желательно. Могу привести свой пример. Мы от ресурсного центра поддержки добровольчества поехали на чемпионат Европы по вольной борьбе, по классической, да, борьбе, если не ошибаюсь, по спортивной борьбе в город Каспийск. И когда нас распределяли на категории, там нужно было указать язык. Но так как у меня английский на уровне intermediate, я не растерялась и указала знание языка. Думаю, чего уж там с этими спортсменами на английском не разговаривать. Не понимала я как бы всей значимости. И оказалась я в центре СМИ.
Было на самом деле невероятно классно, потому что, во-первых, были абсолютно все страны, то есть и страны СНГ, и Европа, и Не Америка. испугалась? Не страшно Вообще было? нет. Это было здорово. Отчаянная девушка. А потом, как оказалось, волонтеров с сознанием языка точно ничего не боятся. Волонтеров с сознанием языка было очень мало, и когда нужно было проводить на допинг-контроль, нас как бы посменно тоже забирали. И когда мне посчастливилось подружиться с делегацией из Италии, до сих пор у меня есть друг, который все время приглашает всю нашу волонтерскую команду в Рим, говорит, что посмотреть на красоты. Я его зову, конечно, к нам в прекрасные наши горы. И очень здорово, когда ты приезжаешь домой, и эти воспоминания остаются с тобой. Допустим, у меня коробка целая бейджей и всяких блокнотов, где мы пишем друг другу пожелания по окончанию форума. И когда мне бывает грустно, и вот в период пандемии у нас практически форумов сейчас не было, так особенно масштабных, а летом мы обычно всегда проводим это форум, частичка там 2 дня дом, потом опять форум. Мы лето практически не бываем дома и приезжаем с огромным опытом. Но вот невероятно. Казалось бы, работа волонтера, она безвозмездная, но при этом жизнь волонтера, она полна впечатлений, эмоций, приключений и наверняка каких-то бонусов, да, от того, что происходит с вами. Вот скажите, пожалуйста, что приобретаете? В первую очередь опыт и навыки общения, потому что у нас есть ребята, мои коллеги не дадут соврать, есть ребята, которые не умели общаться с людьми до волонтерских организаций, то есть они были закомплексованными, либо с какими-то психологическими, может быть, травмами и так далее, и общаясь друг с другом, конечно, становится полегче. То есть у нас и в команде молодежки УНФ, и в волонтерах-медиках часто проводятся тренинги на командное образование, есть программы, да, которые у нас психологические бывают. То есть мы в первую очередь поддержка друг друга. В первую очередь я считаю, что волонтеры поддержка друг друга, а потом уже все остальное. И если мы видим, допустим, что человек асоциализирован, мы, конечно же, его стараемся сделать скорее социальнее, поактивнее, и, да, выводить его в массы. И зачастую девушка, которая сидела на мероприятиях вот так, может завести толпу и повести с собой в поход. Я считаю, что это очень самый важный навык, потому что быть в обществе активным — это значит жить. Идеальный возраст для волонтера какой? Нет возраста. Нету? Волонтеры нет возраста. Нет ограничений. Просто я вот сейчас слушаю самые интересные истории, рассказывают молодые люди. Самые Серебряных нет. поучительные, я бы сказала, Вот для них серебряные самих. волонтеры, Асланбек. Ну, к сожалению, в республике вот направление серебряного волонтерства, он не так развит, как, допустим, в том же Иркутске. Когда мы бываем на форуме, очень много бывают пожилых людей, очень много, они активные, жизнерадостные, они заряжают энергией даже молодежь. Но у нас тоже есть в Моздоке хороший Белоярцева Татьяна. Она очень активная, она позитивная. Мы направляем ее, и не только ее. Но, к сожалению, вот в силу менталитета, наверное, у нас вот это волонтерство пока не развито. Но мы над этим будем работать. Это очень интересно. Многие пожилые обращаются к нам, говорят, где мы можем поучаствовать. Сами набирают, они хотят поделиться своими знаниями с молодыми. И мы вот были, да. И водители Особенно были в районах. старше. Вот именно автоволонтеры была категория Автоволонтеры. старше. Ну вот мне интересно, если, например, вот к вам хочу обратиться, Марина, если 20-летние девушки, молодые люди приобретают опыт, работая волонтером, то что приобретает умудренный опытом человек, помогая другим? Ой, как вам сказать? Лично я моральное удовлетворение. Моральное удовлетворение, Когда да. видишь, когда приходишь, вот, например, одну семью, не буду называть фамилию, у меня их много, 8, 9, 7 детей, как правило, благополучные. Ну, просто, есть же и неблагополучные. И вот приходишь туда, и папа, допустим, выпивает 8 детей. Ну, они, наверное, поймут, если будут смотреть, что я опять о них говорю. И я 3 года как психолог даже просто. Я не психолог, я строитель по образованию, но я как психолог проработала его, что когда мне дети звонят иногда и говорят: Марин, младший там, Марин, папа выпивший пришел
и спросил, а Марина будет сегодня? То есть это я к тому говорю, что когда ты понимаешь, что глава семьи идет работать, строю, да, в прямом смысле, это да, и знают в Алагире, и уже и не в Алагире даже. То есть я не хочу на эту тему говорить. И у них, знаете, бедность не порок. А вот то, что вот рассказываешь о них, и потом их начинают высмеивать, вот поэтому я очень много моментов не рассказываю. Ну, те, например, как вот я перед эфиром рассказывала про Алину Малдзыгову, допустим, да, вот она тоже инвалид. Вот и сейчас вот я ей оказываю помощь такую. Вот надо выехать в Челябинск на конкурс красоты, финансовых возможностей нет. Но я их изыскала и уже изыщу. Вот это моральное удовлетворение, когда ты видишь их глаза, вот что-то вроде, да, невообразимое, неисполнимое, и раз исполняется благодаря моим подписчикам. Не мне одной, благодаря моим помощникам. И тогда ты понимаешь, что вот оно, вот это опыт. Потрясающе. Спасибо вам большое. Прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим. Мало кто знает, что истоки образования волонтерских организаций уходят в далекие времена пионерии. И вот подробнее об этом смотрите наш сюжет. СССР прекратил свое существование уже в далеком 1991 году, но о ребятах в красных галстуках помнят и по сей день. Они были символом эпохи, где пытались строить светлое будущее. Во время гражданской войны в России существовало скаутское движение. Они помогали разыскивать беспризорных детей и оказывали социальную помощь. В дальнейшем это движение распалось. В 1921 году главный идеолог советского образования Надежда Константиновна Крупская предложила применить скаутскую методику среди детей и создать детское коммунистическое движение. Спустя год идея реализовалась. Бывший секретарь общества «Русский скаут» Иннокентий Жуков предложил для организации название «Пионеры». В переводе с французского означает «первопроходец», «зачинатель». С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. В ряды пионеров принимали ребят от 9 до 14 лет. До этого возраста они были октябрятами. Символом пионерской организации стал красный галстук и девиз «Будь готов». Ответ на него звучал «Всегда готов». Три конца галстука символизируют нерушимую связь трех поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров. Ученик, вступивший в пионерскую организацию, на линейке давал торжественное обещание пионера Советского Союза. Он был обязан во всем и всегда помогать старшим, активно участвовать в жизни пионерского отряда, воспитывать в себе черты настоящего человека – честность, добросовестность и трудолюбие. Во время Великой Отечественной войны пионеры наряду со взрослыми боролись с врагами как на фронте, так и в тылу. Было очень много пионеров-героев, которые ценой своей жизни защищали свою отчизну. После войны пионеры активно участвовали в восстановительных работах. Ребята собирали металлолом и макулатуру, занимались посадкой зеленых насаждений. На сельские пионерские отряды легла более сложная задача. Они выращивали мелких домашних животных, например, птиц и кроликов. Лучшие из маленьких тружеников были награждены различными орденами. Дети также принимали участие в сборе урожая, шли работать на завод. В общем, везде, где не хватало рук, брали на работу пионеров. Это была вынужденная мера, так как миллионы людей погибли на войне, и рабочих рук не хватало. По словам историка, пионерская организация стала действительно массовой, однако постепенно ее работа становилась все более формализованной. Якобы движение больше играло идеологическую роль. Пионеры существуют и сегодня, правда не в такой форме, как в СССР, да и масштабы значительно меньше. Кристина Колеева, Аслан Эйларов, телекомпания «Осетия Эрештон». Аслан, вот вы говорите, тогда была идеология, да, а сейчас, получается, ее нет. Сейчас тоже правопреемником пионерии у нас РДШ возглавляет движение Жанна Юрьевна Маргиева. И она очень активно подключилась к этой работе. Недавний пример, чистый обелиск, да, сколько молодых ребят, школьников и молодежи подключились к уборке памятников, обелисков ветеранов Великой Отечественной войны. Они сами приходят, сами изъявили желание прийти, помочь, почистить.
И это направление сегодня тоже у нас в приоритете. К сожалению, финансово мы не можем пока уделить возможностей, но мы будем стараться в дальнейшем больше времени и сил уделять. Вот, допустим, скажу такую вещь. Если у нас есть возможность отправить РДШ, волонтера РДШ на мероприятие, мы обязательно направляем. Вот тем самым мы их поддерживаем, тем самым, чтобы другие тоже видели и стремились к этому. У нас есть молодые ребята, которые в 16 лет выигрывали гранты. Это Батра Закоев, подал на всероссийский конкурс заочный в прошлом году, 350 тысяч он выиграл. И он является примером для своих сверстников, чтобы они тоже подавали эти гранты, чтобы они обучались проектному управлению. Мы сегодня акцент делаем на проектное управление, и в школах активно занимаются, и ресурсный центр «Доброволец Кавказа» активно этим занимается. Недавно тоже провели форум в ЦЕЙ, и тоже по проектному управлению. Что касается идеологии, то сегодня у добровольцев как таковой идеологии нету, но они идут по зову своей души. Вот их идеология – это помогать людям. Вот я считаю, это правильно. И вот эту, так сказать, идеологию добра надо культивировать сейчас у молодых людей. А как много сейчас детей, молодых людей состоит в организации вот с такими благородными целями? Ну, если по всей республике, то порядка 15 тысяч ребят у нас есть по всей республике. Это 189 школ, и во всех... волонтером, кстати, может быть ребенок с 8 лет. С 8 лет. С 8 лет начиная? С 8 лет, может быть, да. Как ребенку 8 лет стать волонтером? Есть на форуме ребята, которые уже с 8 лет помогают старшим. Есть ребята, которые награждены орденами славы в 9-10 лет. Ну вот и какие... их тоже привозят, в качестве примера их показывают. У нас тоже есть в прошлом году Фарниев Тамирлан, по-моему, «Горячее сердце», ему тоже награду вот сейчас привезли, будем вручать. Есть у нас ребята, которые по зову своей души, по подвигу не отстают от тех ребят, которые от тимуровцев, так сказать. Есть сегодня у нас хорошая молодежь, подрастает, и просто их надо направлять. Да, но есть юные герои, а есть, да, скажем, обычные мальчики и девочки, на которых тоже возлагаются какие-то обязанности после того, как они вступают в организацию. Вот в чем они заключаются, эти обязанности и функции? Обязанности что делает молодых, 8-летний которые ребенок? вступают в РДШ? Да. Ну, простой пример возьмем. Вот в прошлом году мы проводили акцию «Чистые игры». Вот надо было посмотреть на ребят 8-летних, 9-летних. Они в грязь зашли. Мне было так стыдно перед ними. Зашли в грязь, а чистые игры что собой подразумевает? Кто больше соберет мусора, тот и победил. И вот они сами зашли по колено в грязь, и чтобы больше мусора собрать. Вот надо было просто на них посмотреть. Мы совместно с Зауром Гуриевым, если вы знаете, с ним провели это мероприятие, и мы остались довольны. Нам и спонсоры... Процессом или результатом? Процессом. Результат тоже 2 КАМАЗа мусора собрали. Но вот просто на них надо было посмотреть. И они после этого еще набирали. Когда следующая игра будет, когда следующая игра. Вот это как-то заряжает их на добрые дела. То есть для того, чтобы зарядить детей, нужен определенный подход? Подход, конечно. Хорошо. Интересно. В игровом формате преподнести, да, и они будут вас радовать. А как быть со взрослыми? Вот я думаю, что молодые ребята, которые нас сейчас смотрят, наверняка какой-то процент из телезрителей захочет вступить в ваши ряды. Вот что делать, что предпринимать, куда идти? Ну,
Я считаю, что каждая добровольческая организация по-своему важна. На самом деле, я 3 года была волонтером-медиком, и всю свою, все возможности свои, все силы получила, все навыки оттуда. А потом, мне удалось узнать команду молодежки ОНФ, и я присоединилась к ним. Перехватили, но нет, конечно, я и там готова помогать и всем, кому можно. Но, допустим, недавно был случай, Анзор говорил за кадром про совенка. Меня с ними не было, потому что поехали одни парни, там нужна была мужская сила. А давайте у Анзора спросим. Да. Мне очень интересно, как это происходило. Как спасали совенка? Совенок. Интересная история про совенка. Было это все в Беслане после того, как прошел ураганный ветер. К нам обратилась 6-я городская бесланская школа. У них во дворе, прямо перед входом, упала большая ель. И ввиду того, что своими силами они не могли убрать это все, попросили нас. В общем, мы нашли бензопилу, инструмент, через добрых людей, так сказать, и поехали туда помогать с ребятами из команды. Начали пилить это дерево, и на одной из веток совершенно случайно обнаружили птенца совенка. Попытались его спасти, так сказать, отрезали аккуратно, отпилили эту ветку и перенесли его на другое дерево. Такая история у нас была интересная. Были мы в Беслане 2 раза. Первый раз мы помогали в школе, второй раз уже адресно мы помогли одной семье. Фатима Кулоева зовут, женщина обратилась к нам, у них очень большая проблема там, их топит, у них в огороде упало 4 больших дерева, опять же нашли технику, попросили мэрию города Беслан, они нам помогли и постарались, как смогли, убрать и привести в порядок у них там дома все. Прям экстремальная работа. Анзор, как вступить в ваши ряды? На самом деле... В ряды молодежки. Никаких документов, никакого членства у нас нет. К нам может присоединиться любой желающий. Самое главное — это желание делать добрые дела от души. Если ты хочешь сделать доброе дело, бери и делай. Начни со своего двора, со своего города и дальше. Мы открыты для всех, да. И если брать ту же историю о том, ранее был вопрос о том, что волонтер или доброволец получает от всего этого, для меня это, наверное, удовлетворение в том, что это осознание того, что я где-то как-то в положительном русле повлиял на жизнь другого человека, и все. И очень приятно, да, это самое главное, и очень приятно, когда человек тебе от души говорит спасибо. Это самое главное. То есть для волонтера, как и для каждого человека, очень важно чувствовать свою значимость, да, в этот момент. Это совсем не чуть другое, чуть другое. Наверное, это мотивация. Чувство удовлетворения. И но что самое ты кому-то главное, нужен, что твой поступок кому-то самое главное, принес мы пользу. говорили про карьерный рост или там социальные лифты, но самое главное, да, это есть, но самое главное делать это все от души по-настоящему. Не из-за социального лифта, не из-за карьерного какого-то роста, а чтобы сделать доброе дело и быть полезным. Какими качествами? Давайте возьмем 3 основных качества, которыми должен обладать волонтер. Ответственность. Давайте я считаю, что это альтруизм. путем совещания. Для меня альтруизм, искренность и без альтруизма открытость. это не волонтеризм. Быть настоящим, это точно. я считаю, самое главное. Знаете, у нас есть человечность, да. Знаете, у нас есть такая фраза из предложения, из 4 слов: быть, а не казаться. Это интересная такая фраза, которую когда-то произнес известный медик Николай Иванович Пирогов. Это основной принцип работы нашей команды молодежки УНФ. И я считаю, что если каждый человек задумается над этой фразой и извлечет какую-то мысль для себя, и у каждого человека, я думаю, она будет своя, эта мысль, и будет жить согласно этому принципу, то это будет по-настоящему. Что можете, глядя в камеру, сказать потенциальным волонтерам, а может и не потенциальным волонтерам, а просто молодым людям, которые на вас смотрят? Хотелось бы конкретно про эту фразу сказать, чтобы они пожелать каждому, кто смотрит, быть настоящим, быть, а не казаться, и делать от души добрые дела, наверное.
Вот и все. Не бояться своих возможностей. Не бояться своих возможностей? Да. Аслан, может, дополните? Ну, я согласен с Сергеем. Очень много сейчас делается для молодых. Единственная проблема, что не все об этом знают. И вот поэтому мы вот регион добрых дел, когда подавали, мы акцент сделали на районы, чтобы каждый район знал, где что можно, молодежь, какие программы для молодежи, какие форумы для молодежи, где кто может поучаствовать. И сейчас мы запускаем филиалы в Моздокском, Иравском и Алагирском районе. Пока в этих 3 районах. Это, я думаю, что очень позитивная новость. Да, и чтобы молодые люди в этих районах активно представляли, да. Спасибо вам большое. Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости, за невероятные вот эти истории, за то, что мы теперь все, я думаю, поняли, кто такие волонтеры. На этом наш эфир подходит к концу. До новых встреч и хороших плодотворных будней.